Здравствуйте, меня зовут Винокуров Андрей. Я ученик 10 класса МБНО Кемский НОЦ. И сегодня я хотел бы рассказать вам о своем проекте «Интерактивный прибор «Сам себе тренер». Актуальность моего проекта. Трудно переоценить значение спорта в жизни современного человека. Здоровый, тренированный человек легче выдерживает нагрузки на работе и в учебе, больше успевает сделать, меньше устает. Введение ФБОС изменило требования к качеству образования, определило новые положения о компетентности выпускника. Основными требованиями является физическая подготовка выпускников по показателям ГТО. Одним из основных упражнений, развивающих большую группу мышц, является отжимание. Оно развивает выносливость, стимулирует рост мышечной массы. Выполнение комплекса отжимания от пола показано не только тем, кто активно занимается каким-либо видом спорта, но и тем, кто просто поддерживает свое физическое здоровье. Поэтому важно научиться правильно делать отжимания. Возникает вопрос, существует ли тренажеры в домашних условиях, способствующие освоению правильной техники отжимания? Ответом на этот вопрос является данная работа. Цель работы и анализ аналогов. Цель проекта – разработать прототип интерактивного прибора «Сам себе тренер». Изучение подобных приборов для считывания количества отжиманий дало следующие результаты. Нашли два официально разработанных прибора. Это прибор производства Atlas Sport, второй электронный тренажер-счетчик количества отжиманий. Исходя из анализированных устройств, пришли к выводу, что наш прототип должен иметь платформу, звуковое оповещение. Для облегчения считывания количества отжиманий надо использовать GK-дисплей, Wi-Fi модуль для передачи данных на сайт и использовать для считывания ультразвуковой датчик. Первый этап – проектирование устройства. Как говорилось ранее, устройства должны иметь платформу для более удобного выполнения и считывания отжиманий. Чертеж и сама 3D-модель были сделаны в программе Compass 3D. Второй этап – разработка программного кода. Устройство было сделано на платформе Arduino, так как он прост в освоении и имеет хороший функционал за свою цену. Сам код был написан на языке C++. Для достижения точности выполнения упражнений в программу нашего прибора вписаны следующие команды. Датчик не считывает отжимания при нарушении прямой линии плечи, туловища, ноги. Датчик не срабатывает при неполном сгибании руки до 5 см или при полном выпрямлении руки до 47 см. Также вы можете видеть сам механизм работы, если можно так выразиться. То есть начало, подключение библиотек, выявление переменных, начало программы, считывание данных расстояния от груди до датчика. Если расстояние соответствует, то он увеличивает, добавляет +1. Если нет, не засчитывает. Вывод, количество отжиманий на дисплей, конец. Третий этап – сборка устройства и первые испытания. Существенным отличием нашего прототипа от имеющихся аналогов является использование ультразвукового датчика в передней части нашего прибора, установлен дисплей, который показывает количество выполненных отжиманий, звуковой оповещатель. Изначально вместо ультразвукового датчика планировали использовать акселерометр, но он оказался слишком сложным, и в его расчетах были слишком много погрешностей было при его калибровке. Затем мы использовали следующие материалы: фанеры, литий-ионный аккумулятор, плата Arduino Uno, GK-дисплей и ультразвуковой дальномер Базер. Для большей надежности корпус изготовили из фанеры на лазерном станке с ЧПУ и соединили все компоненты: аккумулятор, дисплей, базер, кнопку включения-выключения, ультразвуковой дальномер. Устройство хорошо считывает отжимания, не считывает некачественные отжимания. Также на данных фотографиях вы можете видеть само устройство с двух ракурсов. И мы сделали его переносным, поэтому его можно удобно переносить. Также вот тут на данный момент имеется рукоятка, чтобы было удобнее держать его. На данном слайде вы можете видеть сборку и проверку устройства. Расположение основных элементов устройства. Под номером 1 вы можете лицезреть ультразвуковой датчик. На втором, под номером 2, это ЖК-дисплей. Сюда выводится информация, то есть количество выполненных отжиманий.
кнопку включения-выключения, звуковой оповещатель. И также вот здесь вы можете заметить кнопку включения питания. Вывод. Изучение существующие приборы для считывания отжиманий и выявления некоторых недостатков, которые были приняты во внимание при разработке прототипа интерактивного прибора. Второе. В ходе разработки прототипа интерактивного прибора рассмотрен акселерометр, который представляет собой прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения, разницы между истинным ускорением объекта и гравитационным. Методом оптимального решения свой выбор оставили на ультразвуковом датчике. Третье, последнее, в ходе работы над этим проектом был освоен язык программирования C++, который поможет мне в дальнейших разработках. Спасибо за внимание.